Харлашамлар, добрый вечер. На АТРе специальный эфир, посвященный усилению российских репрессий в Крыму. Сегодня утром начались обыски сначала в семье активистов национального движения крымских татар Зудие Салиевой в Бахчисарае и ее сына Сирана Салиева увезли в центр по борьбе с экстремизмом в Симферополь. Адвокат Эмиль Курбетдинов не доехал до этой семьи, его также задержали. Обсуждаем эту тему сегодня с нашими гостями, которые будут включаться по скайпу из Крыма, а в студии Айдер Муждабаев. И давай начнем, Айдер Харлашамлар. Со вчерашнего дня сначала задержали Николая Полозова, адвоката практически всех политических преследованных в Крыму. Он шел по улице, он адвокат и Умерова, адвокат Чигоза. Он шел по улице, из гостиницы вышел. 6 человек к нему подошли под белые ручки и потащили в такой, микроавтобус, что ли. Это так сейчас воронки выглядят. Я до сих пор за эти сутки не понял, это был какой статус? Задержание, это похищение, арест, это что? Был, насколько я понял, мы же с Николаем общаемся, я вчера звонил ему, уточнял, это был, насколько я понял, как сказать, ненасильственный, а принудительный привод на допрос. Он же отказывался брать повестку, так как он считает это незаконным. Допрашивать адвоката, по сути, его дел с подзащитными. Значит, они взяли у него повестку, он не взял у них. Исследователь, значит, отправил, грубо говоря, такую силовую группу, чтобы, они не били его, ничего, так под руки взяли, что тоже, на самом деле, не очень приятно, посадили в машину, и он бы подумал, что это похищение, потому что мы знаем, как это в Крыму происходило в прошлые разы. Но он узнал одного из тех, кто за ним приехал. Человек рядом там стоял, и он понял, что это его забирает ФСБ. И поэтому он поехал туда, как бы понимая, что он едет не в лес везут, грубо говоря, как Решат Аметова. Вот. И там был допрос, в ходе которого, как Николай рассказывал, он всем вчера рассказывал об этом, он написал на листе А4 слово «молчит» и написал статьи, по которым он молчит. Это статус адвоката. Я там не знаток этих деталей, но смысл в том, что адвокат не имеет права давать показания, касающиеся содержания его взаимоотношений с подзащитными. А также он апеллировал с самого начала к тому, что сам насильственный привод, принудительный привод на допрос следователя незаконен, потому что еще не прошла апелляция, кассация, по-моему, это называется, или апелляция, которую он же, Полозов, подал на незаконность самого этого допроса. И то есть суд не принял решение, можно, нельзя. Даже вот этот суд оккупационный, он не сказал, можно или нельзя его допрашивать, а его привезли экстренно, и, видимо, из-за чего? Видимо, из-за выступления в Пасеево. Возвращаясь к сегодняшнему уже дню, когда задерживали Эмиля Курбетдинова, это звенья одной цепи, они же как бы между собой формально не связаны, да? Его принудительно приводят за отказы приходить на допросы. Эмиля за какие-то публикации 2013 года, даже с точки зрения оккупантов, это время, когда Крым был Украиной. Это дореферендумное время. Даже если подходить с их точки зрения. Что это? Почему на двух адвокатов сразу начинается? Это все очень просто. Адвокатов, которые защищают крымских татар, работают по крымско-татарским делам, их вообще, в общем, по пальцам пересчитать. Их практически нет. И этот дефицит, его очень легко превратить в полное отсутствие, потому что сейчас выводят из игры Полозова, переводит его в статус свидетеля, непонятно, состоится это или нет. Потом он уже не может защищать ни Чигоза, даже довести дело до конца не сможет, который сейчас идет слушание ускоренное в суде. Он выходит из дела Умерова. Далее Курбетдинов тоже. Кто остается? Эдем Семедляев, который тоже, в общем-то, непонятно, что могут с любым человеком там сделать. В итоге крымские татары остаются, видимо, с назначенными адвокатами. Опять маленький уточняющий. Что я понял, связано? Неужели какая связь между сразу двух адвокатов? Это же все понимают, что это, в принципе, они занимаются одним и тем же делом. Одним и тем же делом в целом.
да? Защиты Тогда крымских татар. неужели для российских судов, для российской власти адвокаты представляют такую угрозу? То есть или адвокаты сейчас выполняют несколько другую функцию, нежели просто адвокаты и состязательная сторона в суде? Конечно, они не являются никакой состязательной Решение стороной в суде. политическим Никакой уже вообще. есть, правильно? Их можно даже вот по факту адвокатами не назвать, потому что так как мы судьи пишем в кавычках, да, вот, и подразумеваем, что они не настоящие, да, точно так же адвокат не исполняет функцию адвоката в плане состязательности. Что делает адвокат? Вот по этим делам и Коля Полозов, и Эдем, и Эмиль, они обращают внимание на самые явные нарушения, они придают их огласке, они транслируют миру точку зрения их подзащитных. То есть задача властей российских оккупантов убрать публичных адвокатов? Заткнуть рот. Заткнуть рот. Ну, то есть, чтобы был адвокат, который не будет, не выпендривайся. Вот просто как они себя ведут. Вообще весь смысл российской власти, вообще весь смысл ее деятельности, да, это... чтобы все заткнулись, вот так по-простому, по-дворовому сказать, да? Вообще, что ты рот открываешь? Ты куда поехал? В ПАСЕ? Ты вообще кто такой? Ты там открываешь рот про то, что у нас там с адвокатами проблемы, или там, может быть, что... ну, вот просто ни звука не должно издаваться. Их окончательная цель такая. Вот окончательное решение крымско-татарского вопроса на данном этапе выглядит так, чтобы из Крыма не наносилось ни звука. Чтобы ни мировая общественность, никто не знал, кто-то там где-то сидит, непонятно за что. Все молчат, никто не общается с заключенными, или общаются назначенные адвокаты, или слабые адвокаты, которые зависимые адвокаты, да, которые будут как раз заниматься якобы процессуальными делами. Там не тогда дверь открыли, значит, не дали передать там булку хлеба, вот такой ерундой И будут вот заниматься. просто последние новости на этот час, что и Сейран Салиев, и адвокат Эмиль Курбетдинов проходят по административным делам. Это в худшем случае им грозит 15 суток административного ареста. А у нас есть сюжет, который подготовили наши корреспонденты по тем материалам, которые были в сети. Как проходили сегодня обыски в Крыму. Давайте посмотрим. Еміля Курбєдінова і Едема Сімідляєва затримали озброєні люди в масках. Вони під'їжджали до будинку свого підзахисного Салієва в Бахчисараї, у якого зранку силовики проводили обшук. Приехали в масках. Два сотрудника в масках направляются. Я думаю, сейчас попытаются задерживать Эдема Сімідляєва. Я Центр противодействия экстремизму. Так, вот Эмиля теперь задерживают, что-то ему там предъявляют. Семедляєва відпустили, а Курбєдінова силовики забрали до Центру протидії екстремізму, порушили адміністративну справу, закидають поширення екстремістських матеріалів. Его обвиняют в совершении правонарушений. Публичные призывы, распространение информации экстремистской направленности. Максимальная санкция предусматривает административный арест до 15 суток. Еміля Курбєдінова судять за поширення відео 4-річної давності у Фейсбук. Тоді півострів ще був під контролем України. Поки адвоката тримали у центрі його будинок обшукали озброєні спецпризначенці. За цим спостерігала дружина адвоката, 2 малолітніх дітей та літня мати, у якої підскочив тиск. У женщины сердце больное. У нее... Ну не ругайте, женщину. Ребята, скорую вызовите, пожалуйста. Вызывайте скорую. Обшук тривав кілька годин. Силовики додому Курбєдінова підігнали 2 автозаки. Адвоката Джеміля Темішева, який захищає права Курбєдінова, силовики тримали за дверима квартири. Люди требуют, чтобы запустили адвоката. Я здесь стою перед дверями, не дают нам возможность туда пройти. Обшук провели і в офісі Курбєдінова, де він працює зі своїм партнером Едемом Семедляєвим. Обыск закончился, вы видите, что произошло, все перерыли, изъяли всю оргтехнику, некоторые журналы. Затриманого адвоката Курбєдінова відвезли до залізничного райсуду Сімферополя, де вже почали розглядати його справу. Ельвіна Сідулаєва, Шевкет Наматулаєв, Заман, АТР. И сейчас с нами на прямой связи телефонной из Симферополя адвокат Николай Полозов, которого вчера задерживали в ФСБ. Добрый вечер, Николай. Здравствуйте. Николай, вот сразу давление на 2 адвокатов. Вот мой коллега Айдар Муждабаев говорит, что это последний звонок. После этого уже начнут сажать самих адвокатов. Как вы прокомментируете происходящее сейчас в Крыму с адвокатами? Ну, совершенно очевидно, что, во-первых, это не самодеятельность каких-то местных силовиков. У
учитывая тот общественный резонанс, который обычно вызывает давление на адвокатов, а не на политических активистов, ни на кого-то еще, совершенно очевидно, что это просчитанные риски, на которые пошел центр. То есть для меня совершенно очевидно, что приказ на подобные действия отдан из Москвы. Дан карт-бланш. Для чего это нужно? Первое – это зачистка адвокатов перед новым витком репрессий. Причем репрессии эти будут более обширные, нежели чем происходили за прошедшие 3 года. Они будут касаться не только каких-то религиозных деятелей или членов партии Хизбут Тахрир или политических активистов. Репрессии будут касаться непосредственно членов Меджлиса. То есть это будет, на мой взгляд, целая волна дел, которая будет фактически выбивать из крымско-татарского общества основу. А для того, чтобы никто не препятствовал вот на этом празднике жизни силовиков, прежде всего необходимо зачистить правовое поле, зачистить адвокатов, тех, кто активно препятствует произволу и беззаконию на территории полуострова. Что в этом случае могут делать здесь политики на Украине, и как Украина может и должна реагировать в этой ситуации? Но, безусловно, необходимо всячески привлекать внимание международной общественности, помимо непосредственно действий и, скажем так, формирования отрицательного отношения общественного мнения непосредственно в Украине, необходимо призывать международную общественность к тем событиям, которые происходят здесь, в Крыму. Необходимо продолжать оказывать давление на российскую власть, указывая на очевидные факты беззакония, в том числе в отношении адвокатов. Совершенно очевидно, что сейчас российская власть почувствовала некое облегчение, когда, по ее мнению, сторонники Путина, в том числе ряд европейских политиков, занимают те или иные должности. И все это порождается ощущение безнаказанности от тех действий, которые Россия производит здесь, в Крыму. Поэтому, на мой взгляд, то, что может сделать Украина, это все-таки заставить мир говорить об этом, привлекать к этому внимание, потому что, по сути, это является единственным способом, по крайней мере, хотя бы как-то приостановить или чуть уменьшить эти репрессии, которые продолжаются беспрерывно в Крыму и за 3 года. Николай, у меня вот вопрос абсолютно формального характера. Вот только что появилась информация, что Эмилю Курбединову назначили 10 суток административного ареста. Обвиняли его за распространение экстремистского материала. Это было видео с митинга в 2013 году. 2013 год даже по российским самым оккупационным представлениям, насколько я понимаю, это украинское время в Крыму. За что могут привлекать еще? За какой? За 2009, за 91? Вообще, за 917. Да, с формальной стороны, как это происходит вообще в российских судах? Ведь это же не после референдума было, это до. Российскую власть это не сильно волнует. Я напомню, что в прошлом году был привлечен к ответственности севастопольский, по-моему, активист, тоже за эти публикации в сети, сделанные чуть ли не 10 лет назад. И то, что это было в другой юрисдикции, то, что на тот момент это не было абсолютно таким законом в Украине, российскую власть мало волнует. Здесь, что касается формальной стороны, Россия готова идти на все необходимые нарушения, потому что знает, что к ответу никто никого привлекать не будет. А даже если обжалование всех этих незаконных действий дойдет до Европейского суда, мы видим практику Конституционного суда можно даже не исполнять. То есть это говорит просто о санкционированном самого политического верха российской власти режиме беззакония и произвола. Но при этом стоит ли оспаривать эти решения дальше в вышестоящих судах российских? Безусловно, необходимо оспаривать хотя бы для того, чтобы формировать практику в Европейском суде. Рано или поздно все это беззаконие закончится, и тогда будет основа для того, чтобы привлекать к ответственности всех тех
лиц, которые причастны к нарушениям прав человека здесь, в Крыму. Николай, вот когда сегодня журналисты договорились с вами о вашем прямом включении на наш спецэфир ОТР, говорили, что вы находитесь по делу Ахтема Чийгоза. Это дело Ахтема Чийгоза или вас сейчас это дело, по которому вас пытаются уже вывести как адвоката из дела Ахтема Чийгоза? Ну, что касается дела Ахтема Чийгоза, оно продолжается. Я в нем участвую в качестве защитника. Сегодня прошло 70-е заседание. Но если тем есть опасность, что меня выведут из этого дела, поскольку с сентября в отношении меня ведется доследственная проверка, якобы какие-то были публикации в социальных сетях о государственном обвинителе в деле Ахтема Чийгоза. И я не исключаю, что если дана команда ФАС, если разрешены репрессии в отношении защитников, что этому уголовному делу дадут ход. И тогда меня выведут из дела Ахтема Чийгоза, причем на стадии представления доказательств стороны защиты. Спасибо большое. Это был Николай Полозов, адвокат Ахтема Чийгоза, адвокат Ильмы Умерова, адвокат многих политических преследуемых в Крыму. Мы продолжаем наш спецэфир, который посвящен сегодняшним обыскам и задержаниям. По последней информации, Сейрану Салиеву назначили 12 суток. Но это только по одной из статей. Он обвиняется по 2 статьям административного кодекса об административных правонарушениях. А Эмилю Курбединову назначили 12 суток административного ареста за якобы распространение экстремистских материалов. А это видео с митинга в Крыму в украинское еще время в 2013 году. Ну, вот такая ситуация. Что меня зацепило в словах Полозова, это то, что подготовка к новому витку репрессий, который будет значительно массовее, чем были за последние 3 года. Ну, конечно, это идет подготовка, именно такая зачистка. Ну, как знаешь, вот перед игрой в футбол чистят поле там, от снега, от лишних там кочки там заравнивают и так далее. Вот сейчас эти кочки нужно убрать, препятствия в виде адвокатов сделать минимальными, формальными. Ну, а дальше все. Дальше... То есть зря мы рассчитывали на то, что после принятия решения о запрете Меджлиса и признании его экстремистской организации никаких других дел против членов Меджлиса не было. Да? Мы ожидали, что начнутся репрессии против 2500 людей, которые члены местных меджлисов. Это пока ничего такого не происходило. То есть вот мы должны ожидать в 2017 году именно преследования этих людей. Ну, они держат, российские власти держат всегда в резерве разные варианты. Вот этот вариант в резерве, у них действительно 2500 человек просто так можно судить за то, что они там члены Меджлиса. Понятно, что всех они сразу сажать не будут, ведь главная задача путинского режима, как гибридного режима, это имитировать демократию, имитировать законность и так далее. Они занимаются тем, что рассказывают всему миру, что мы ничего не нарушаем, это экстремисты, это вот смотрите террористы, это такие там заговорщики, значит, массовых посадок нет. То есть смысл какой? Они не будут сажать сразу всех. Это не нужно, ни зачем это просто. Да? Они, посадив там, или возбудив уголовное дело против 2 адвокатов, они всю систему защиты сразу выбивают. Да? Туда никто не идет. Когда мы говорим о том, что выбив 2 адвокатов, выбивается вся система защиты, мы признаем, что у нас, и не только у крымских татар, а у Украины очень слабая система защиты, которая может быть обеспечена только 2 адвокатами. Там все адвокаты, которые там занимаются, не имеют российской лицензии. Туда украинский адвокат не пойдет в суд. Это должен быть российский адвокат. Вот в чем дело, Осман. То есть эти адвокаты, и наши крымские татары, и Коля Полозов, там, и они же все имеют российское разрешение на работу. Украинскому адвокату никакая Россия разрешение Значит, не имеет даст. смысл сейчас работать с российскими адвокатами дальше для привлечения? Да, но с кем? Там вот просто мы разговаривали с разными людьми. Адвокатов-то вот 1, 2, 3. И никто не хочет заниматься этими делами. Ну, кто-то хочет, вот как Полозов, ходить под угрозу уголовного дела там. Или как Курбединов получать административные аресты, как намек на то, что в следующий раз будет другое уже. У нас на прямой связи председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Рифат бей, хайрлах шамлар. Алло. Алло, хайрлах шамлар. Хайрлах Шамлар, если можно погромче, пожалуйста. Рифат бей, как должна реагировать Украина на события последних 2 дней, когда выбивают адвокатов, тех, кто защищает политических заключенных, политических преследуемых в Крыму? Но как бы не реагировала привычными формами Украина, Российская Федерация на это не будет обращать внимания. Как она не обращает внимания по многим другим реакциям в иных вопросах, скажем, в освобождении политических заключенных,
в освобождении вообще заложников украинских. Я думаю, что единственным и наиболее эффективным реагированием со стороны Украины должно стать кардинальный пересмотр взаимоотношений с Россией по всему спектру вопросов, от тех вопросов, которые включены в Минские соглашения, и завершая вопросами дипломатических отношений. Вот тогда уже, если не Россия, то уж международные партнеры обратят серьезное внимание на грубейшие нарушения прав человека на оккупированной Россией территории Крыма или на неконтролируемых Украиной части районов Донецкой и Луганской областей. Рифат ага, селям алейкум, это Айдер Муждабаев. Я хотел уточнить, вот то, что вы сказали, значит ли это, что вы имеете в виду, что из-за того, что Украина не может прямо помешать действиям России в Крыму, усилением репрессий, Украине придется применять какие-то асимметричные меры, да? Ну, то есть это имеется в виду экономические связи с Россией, присутствие здесь российских банков, например, да? Какие-то дипломатические вещи, вплоть до разрыва дипломатических отношений, или что? Вот как-то можете ваши мысли немножко поподробнее изложить? Но не думаю, что я сейчас могу настолько детально... я могу изложить свои подходы, но не могу рассчитывать на то, что они могут быть единственно правильными или исключительно в такой форме они должны реализовываться. Но, если мы уже говорим серьезно, настало время для такого, знаете, в одних случаях высокопрофессионального, но, может быть, не публичного обсуждения всех аспектов наших взаимоотношений. В другом случае публичное в формате Верховной Рады обсуждение всех наших вопросов взаимодействия. Скажем, есть и причина. Сейчас возвращается буквально завтра вечером по завершению очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы возвращается наша делегация, народные депутаты Украины, которые провели без всякого пафоса исключительно тяжелую и во многом позитивную работу в течение этой недели, которая проходит. И в том числе, кстати, Николай Полозов и другие правозащитники участвовали в работе сайт-ивента, организованного украинской делегацией. Но, тем не менее, в ходе обсуждения украинского вопроса на парламентской ассамблее возникало много ситуаций, которые уже, с моей точки зрения, несут опасность для Украины. У России, которая сегодня не участвует своими депутатами в работе парламентской ассамблеи, есть достаточно много лоббистов, купленных, об этом уже все прямо говорят в этой парламентской ассамблее, и они все настойчивее и настойчивее проводят линию на возвращение России как условие для диалога. То есть мир как бы становится, знаете, с ног на... Не вместо того, чтобы Россия ушла с оккупированных территорий и этим создала бы возможности для возвращения, но цивилизованного возвращения на международные площадки, а возвращение России как предусловие для того, чтобы говорить с ней. И поэтому украинское государство должно осмыслить эти угрозы. Проще говоря, я понимаю, что я говорю в определенной мере дипломатично. Нам надо пересмотреть наши требования ко всему формату наших переговоров и с нашими партнерами, и вместе с нашими партнерами с Россией. Рифат Бей, вот несколько минут назад адвокат Николай Полозов, комментируя давление на себя и на адвоката Эмиля Курбетдинова, говорит, что это подготовка уже к массовым репрессиям, которые значительно более массовым, которые были за последние 3 года. И он ожидает это уже против членов Меджлиса. Мы ведем речь о нескольких тысячах людей, которые были избраны в различные уровни национального самоуправления. Насколько готов к этому Меджлис? Что будет Меджлис предпринимать в этой ситуации? Ну, то, что репрессии
репрессии будут расширяться, и в первую очередь в отношении наиболее активной части крымско-татарского социума. К сожалению, тут нет сомнения, так и будет совершаться. Определенные вещи мы предусмотрели в прошедшем году. Мы переформатировали работу Меджлиса. Мы в состоянии принимать те вызовы, которые раздаются там, в Крыму. Другое дело, мы не можем решить эффективно задачу защиты всех наших людей, которые сохраняют достоинство, не склоняют свою голову. И поэтому тут просто надо быть готовыми к репрессиям. Но я тут хотел бы еще добавить следующее. Вы знаете, но варвары, когда занимают чужие территории, самые свои разрушительные действия они проводят на этих чужих, но захваченных ими территориях. Крымский полуостров, захваченный, оккупированный Россией, сегодня превратился в такой полигон российской авторитарной власти, полигон Путина, где они отрабатывают наиболее такие циничные действия, направленные против гражданского общества. И поэтому здесь сегодня надо говорить не только о расширении репрессий против активной части крымстатар, против крымско-татарского народа, но вся Россия теперь должна, в общем-то, ожидать расширения репрессий в отношении собственно российского общества. Аресты адвокатов, начатые в Крыму, они массово перекинутся на материковую Россию. Вот эти вторжения военизированных людей в масках, когда выкидывают с постелей детей, вырывают двери, окна, они скоро станут широким проявлением, собственно, в России. Российское общество теперь должно, в общем-то, отдать ответы на те вызовы, перед которыми оно уже просто стоит неотвратимо. Я понимаю, что в России уже многие смирились и исходят из того, что они находятся в самом дне. Но Путин и его клика все время демонстрируют, что дна еще Россия не достигла. Вот каким будет это дно, я думаю, что оно просто ужаснет не только самих россиян, но и все цивилизованное человечество. Рифат ага, сегодня, когда вы комментировали волну вот этих обысков, задержаний, вы употребили выражение «русские фашисты». Чем вы мотивируете такое определение? Чем оно подтверждается, на ваш взгляд? Я, честно говоря, это сделал очень осознанно. И где-то я кому-то ответил в комментариях, что вы знаете, что я избегал все время и очень осознанно, мужественно избегал будь какого случая применения термина «русские фашисты» и все время говорил о российской власти, о российских оккупантах. Но сегодня, если мы действительно хотим перебороть все это нашествие, если мы хотим действительно избежать той страшной участи, которую нам всем готовит Москва, нам надо поставить очень точный диагноз. Во всех тех напастях, во всех тех разрушениях, которые осуществляются со стороны России руками башкир, удмуртов, мордвы и людей многих-многих других национальностей, стоит русская имперская идея. Русский фашизм – это идея восстановления русской империи в тех границах, которые определил себе Путин. И ради достижения этой идеи он не остановится ни перед чем. Это что-то сродни того бреда, но бреда очень катастрофического, ужасного, который вынашивался в голове Гитлера. Сегодня эта ситуация через многие десятилетия повторяется в голове у лидера страны, которая обладает тотальным объемом ядерного оружия. Рифат ага, еще один вопрос у меня.
Вот слушая вас и читая вас, я понимаю, что вы стараетесь называть вещи своими именами, и несмотря на дипломатичность, вы, в общем, говорите так, как есть. Но, к сожалению, там или как-то, я не слышу подобной ясности в выступлениях других украинских политиков, очень многих. Я не слышу подобной ясности в выступлениях многих там министров. Они как-то пытаются, ну что ли, не знаю, все снивелировать там и риторику свою, наоборот, сглаживать. То есть вы вступаете в диссонанс такой некоторый, на мой взгляд. Вот, может быть, стоит действительно как-то поставить вопрос в парламенте о каком-то хотя бы политическом заявлении, о принятии какого-то, допустим, акта патриотического в поддержку крымских татар с очень жесткими формулировками, которые станут достоянием всего мира, например. Вот о чем вы говорите сейчас, назвать вещи своими именами и сказать это в глаза мировому сообществу и самим себе в первую очередь. Ну, возможно, и есть необходимость принятия такого акта. Хотя я должен сказать и приношу признательность своим коллегам, народным депутатам, в общем-то, те или иные документы Верховной Рады Украины были приняты, в частности, не просто постановление о признании геноцидом преступлений 1944 года, но и в этом же документе отдельным пунктом было указано о том, что сегодняшняя политика России, оккупировавшей Крым, в отношении крымско-татарского народа является этнocидом, тогда, когда все действия России направлены на выдавливание крымско-татарского народа на свою родину, со своей родины через применение таких жестких репрессий. Возможно, можно принять еще один документ, но мне представляется, не от этого будет вот такая особая польза для Украины. Необходимо, чтобы были сформированы, в конце концов, четкие и стратегические задачи и формы нашей деятельности по возвращению оккупированных территорий и, как вы сказали, по оценке сути того, что происходит сегодня с точки зрения вот, украинско-российских отношений. Войну надо называть войной. Но и потом, конечно, мои коллеги, я не знаю, какие найти слова и символы, чтобы они вот осознали ту опасность, которая сегодня нависла над Украиной. Я не хотел бы, чтобы позвольте, они я вас... пришли к осознанию. Я закончу. Я не хотел бы, чтобы они пришли к осознанию этой опасности тогда, когда их малая родина, будь то Полтавская область, или Черниговская, или Житомирская, или Херсонская, тогда, когда они будут под пятой российских войск. Если позволите, Рифат Бей, совсем коротко, я бы все-таки хотел не совсем дипломатических формулировок от вас. Когда вы сказали, что нам надо с нашими международными партнерами пересмотреть весь спектр наших договоренностей, вот можно поконкретнее? Нам что нужно? Выйти из договора о нераспространении ядерного оружия. Нам тупо Европе перекрыть надо газ и газовые трубопроводы, которые обеспечивают теплом в зимнее время со страны европейского континента. Что нам нужно пересмотреть? Как нам давить на наших партнеров? Я не призываю. Я так получилось, что я вчера был на двух мероприятиях, может быть, не совсем такого формального, неформального такого характера, и имел возможность переговорить с послами разных стран, в том числе тех стран, которые, может быть, острее, чем ведущие европейские страны, чувствуют опасность по отношению со стороны России по отношению к своим странам. Ну, это Балтийские страны, это Грузия, это Словения. Я хочу сказать о том, что, наверное, все-таки уже часть европейского политикума созрела до того, когда Украина должна очень четко сформулировать наши подходы для развязания вот того глобального кризиса, которое стало возможным с нападением России на Украину. Проще говоря, мы должны сказать о том, что мы не идем ни на какие переговоры, если на них не будет предметом обсуждения восстановления территориальной целостности Украины в границах, признанных международным сообществом. Это
первая формула. Мы не идем ни на какие переговоры. Тогда, соответственно, отпадают все эти другие форматы, которые до сих пор в той или иной мере но были в действии. В том числе, да, извините, и Минское соглашение тоже. Послушайте меня еще раз, что я скажу. Мы не идем ни на какие переговоры, если на этих диалогах не будет обсуждения восстановления территориальной целостности Украины. Исходя из этой формулы, уже идти дальше. И пусть попробует нам какое-либо европейское государство сказать, что наши требования завышенные, что они в таком случае они могут от нас отвернуться. Я думаю, что мы не используем такой достаточно сильный шанс обратить симпатии очень многих растерянных людей в Европе. Мы видим только левых и правых радикалов, которые куплены Путиным, и мы видим очень осторожных либералов. Но миллионы, десятки миллионов растерянных европейцев, которые хотят снова стать на устойчивые какие-то основы, мы их не видим, а мы должны заручиться их поддержкой. Рифат Бей, я правильно понимаю, что президент Украины Петр Порошенко должен сформулировать эту формулу, что Украина не участвует ни в каких переговорах, если не стоит задача восстановления территориальной целостности в полном объеме? Я бы не бросал бы вот такую громадную тяжесть и ответственность, исключительно на президента. А на кого? Естественно, послушайте меня. Я знаю, о чем я говорю. Я знаю о том, что очень многие на Западе, которые хотели бы найти мотивацию для собственного самообмана, они готовы вмешиваться и в внутреннюю украинскую политическую жизнь. И поэтому эту ответственность должны взять на себя и президент, и парламент, каждый депутат. И тогда мы что-то сможем. У нас нет внутренней мобилизации на борьбу до самого последнего. Извините меня, до самого последнего не человека, до самого последнего метра украинской земли. И вот это единая формула восстановления территориальной целостности Украины в границах международно признанных, включая автономную республику Крым и Севастополь, эта формула должна в одинаковой мере объединять всех депутатов и президента. И она в одинаковой мере должна их обязывать. Сагланс, это был председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. А мы ожидаем, что с нами на прямой связи через несколько минут будет из Крыма Эдем Семедляев. Это адвокат, который находился с Эмилем Курбединовым в машине в тот момент, когда их задерживала российская оккупационная полиция. Что ждем, мне сообщают, что пару минут нужно, чтобы связаться с адвокатом Эдемом Семедляевым. Мы обсуждаем то, что сейчас услышали от Рифата Чубарова. То есть мы ничего не можем поделать сейчас в той ситуации, когда усиливаются репрессии в Крыму, и они будут усиливаться до того, как нас поддержат международные партнеры. Не только это. Я услышал немножко другое на словах Чубарова. И я в первую очередь услышал то, что он видит, что нет консолидированной позиции власти по вопросу... полной внутренней мобилизации власти. Это очень хорошая фраза. И вообще, на мой кто должен мобилизоваться, на твой взгляд, Айдар? Слушайте, в парламенте у нас достаточно много, 450 депутатов. Но убираем там ОПО-блок, который просто готов под российскими знаменами. И формально там существует даже некое большинство пропрезидентское. Ну, конечно, нет. Я думаю, что если на самом деле, действительно, наверное, с точки зрения главы Меджлиса, есть вещи, которые он не может говорить прямо, да, но давайте прямо скажем, что у нас лидером общественного мнения, лидером процесса законодательного в парламенте является президент. Ну вот я это пытался. Нет, ну все правильно. Ты говорил то, что ты говоришь, а Рифат говорил то, что он должен говорить. Но в целом он все сказал правильно и достаточно открыто. Нет мобилизации. По сути дела, если бы президент вышел и сказал, значит так, давайте с вами на внеочередной сессии парламента обсудим этот вопрос, выработаем нашу позицию по... То есть, понимаешь, тут еще президенту самому идти вот одному, да, на такие вещи. Ведь Украина такая страна, что бы ты ни делал, здесь у нас демократия, и поэтому будут говорить, не прав, он из-за этого, он какие-то свои интересы, почему он не посоветовал с этими, с нашими там 20-ми, 50-ми, окей, все нормально, демократия. Надо действительно принять акты, какие-то обязывающие президента, министра иностранных дел, вот задать им какую-то планку, о чем говорит Чубаров. То есть мы не обсуждаем это, не обсуждаем это. Это просто запрещено законом. Вот так надо сделать, потому что нет базиса, нет
стратегии деоккупации, нет даже официальной риторики по деоккупации. Все Зато по-разному вместо говорят. формулы восстановления в полном объеме территориальной целостности Украины на международных переговорах есть формула «Крым не должен стоять на пути мира на Востоке». Да, вот эта формула Это есть. мы цитируем одного галериста известного. Одного известного филантропа, я бы даже Филантропа. сказал. Я бы сказал, даже мизантропа, но это не официальное И человека. название. Да. Вот как бы. Не, на самом деле, я понял, Осман, ты говоришь про Пинчука, но Пинчук, кстати, очень смешно. Я думаю, те, кто смотрит... Нет, сейчас не о Пинчуке речь. нет, Насколько эта формула Пинчука, назовем это формулой Пинчука, первый закон Пинчука, вот она воспринимается вот этим политикумом, который не мобилизован, как сказал председатель Меджлиса. Какая часть политикума все-таки Я вот... думаю, что мы математически ее не просчитаем, но я думаю, что это та часть политикума, которая имеет бизнес-связи с Россией, в первую очередь. То есть вот я бы такой маркер поставил, потому что зная немножко состав, ты еще лучше знаешь украинской элиты, зная их бэкграунд, понятно, что их бизнес-отношения и пострадали из-за войны. И, конечно, они не хотят сдаваться Путину вот так вот, там, приходи, вот в танки в Киеве. Нет. Но они хотят договориться, чтобы, деньги не любят шум, да? А того тоже Пинчука есть бизнес-интерес. Он бизнесом занимался всегда с Россией. Он имеет обширные связи. И это только Пинчук, это такая вершина этого айсберга. Мы понимаем, что там много людей. И Порошенко, извините, только сам недавно отказался от своей фабрики в Липецке. Сейчас процесс закрытия ее происходит, насколько понятно, да? А другие-то не отказались от своих партнеров, от друзей. Они летают в Москву, они разговаривают. И, конечно, за рюмкой там чего-то там они говорят, что нам война не нужна. Но как-то надо, вот, по крайней мере, на уровне заморозки это сделать. Вот это для них было бы сейчас уже неплохо. Заморозить и такой... Заморозить Донбасс. Заморозить Донбасс. И не замечать все вот эти вот посадки, аресты в Крыму. Вот это Вот та по Крыму, да, это как вот, называется? Это заморозка? вот это, тут, это глубокая заморозка, да, есть deep frozen. Да, это вот такая глубокая навсегда. То есть человек как живой, а его нет давно. Но вот с Крымом Пинчук и люди, которые с ним это все согласовывали, я уверен, что согласовывали, они дали промашку. Потому что поведение российской власти в Крыму как раз не дает права такую риторику о Крыме включать. После чего он понял, что он немножко... Я даже типа извинился Он перед крымскими татарами. извинился именно не перед кем другим. Впервые Виктор Пинчук, который очень много лет проводил свои имиджевые акции в Ялте, назвал Ялтинской европейской стратегией, приглашал туда всех политиков-пенсионеров Европы и Соединенных Штатов Америки. Кстати, ни разу не приглашал туда представителей коренного народа его выборного органа. По-моему, первый раз это произошло в 2012-2013 году, когда Эрдогана пригласили. Тогда уже, по-моему, Джемилеву позволили на ЕСе поприсутствовать. И он никогда не упоминал на своих ЕСах вообще о существовании у того места, где проводил он свои ЕСы крымских татар. Вот впервые Пинчук упомянул о крымских татарах вот после того, как подвергся обструкции после своей знаменитой формулы. Да, но это вынужденное. Понятно, что это не искренне все. В этом мы, естественно, не верим. Понятно, что крымским татарам, судя по его, первое слово дороже второго, по его заявлению, относится он брезгливо, не обращает на них внимания, не берет в расчет, скажем так. А когда какой-то народ не берут в расчет, это, в общем, все таким коричневым попахивает, в моем понимании, вообще отношение к людям. Да? Тем более народ, который находится под репрессиями. Ну, бог с ним, с Пинчуком. Почему я считаю, что эта формула, она очень устраивает Россию? И почему за нее будут, на нее будут делать ставку? Формула Крым в обмен на мир. Да, Крым в обмен на мир, а Донбасс мы вам возвращаем, на каких-то условиях уже там договоримся, мы же деловые люди, да? И после этого, кстати, президент встречался с Пинчуком неофициально в Давосе, но в Украине же ничего тайного не бывает. Здесь через 3 минуты это знают все. Он не пошел к нему на завтрак, но он с ним все равно поговорил. То есть Пинчук все равно является человеком рукопожатным, человеком вхожим, человеком влиятельным. И вот эти встречи, контакты, и то, что к нему приехал Сергей Лещенко, например, такой... Но даже он объяснил, что да. Бойкот это не конструктивно, конструктивно воспользоваться площадкой и огласить там свою позицию. Ну, конечно. Правда, мы не знаем многие позиции, потому что правила Chatham House не позволяют никому цитировать, что там говорилось. Да, поэтому... еще очень... Я думаю, что там ни разу не... Я хотел задать Сергею этот вопрос и в Фейсбуке, но потом передумал. Звучал ли там Крым? Просто слово «Крым» звучало ли там или нет? Ну, крымские татары. Я уверен, что нет. Я уверен, что это не нужно никому. И давай сохраним интригу по удовольствию встречи Порошенко с Пинчуком, потому что у нас на связи из Крыма Ильми Умеров, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Хайрлах Шамлар Ильми, ага.
Акшамар хайырлы болсын. Ильмия Ага, Прямо какие я. последние новости? Мы получаем их уже из Facebook, из интернета, о тех решениях суда о 12 сутках для Курбединова, о 10 сутках для Сирана Салиева. Что еще, какие еще есть новости из Крыма? Что у вас на данный момент происходит? Вообще в последнее время довольно интенсивно всякие новости появляются. Вчера весь день занимались или слушали события вокруг Николая Полозова. А Николая Полозова связывают с моим уголовным делом, потому что он у меня один из защитников. Цель, конечно, не только выбить защитников. Цель есть еще гораздо более далеко идущие цели. Это первое — выбить адвокатов компетентных московских. Второе — вот эта большая всеобщая акция запугивания крымско-татарского народа. Теперь уже можно прибавить к этому и запугивание людей, которые готовы защищать крымско-татарский народ или отдельных крымских татар. И я думаю, по большому счету начинают подступаться к Меджлису. Вы уже немножко в своей программе об этом сказали, что 2500 членов Меджлиса ждут своей участи. Ну, я думаю, что крымско-татарский народ ждет своей участи. И в этой ситуации нам остается надеяться, наверное, только на международные организации. Это Организация Объединенных Наций, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Германия, Франция, Англия, то есть ведущие страны мира. Их реакция должна быть более резкой, чем была до сих пор. Санкции, если бы немножко усилили, я думаю, действие было бы более заметно. Санкции более усилены. Стоит ли рассчитывать на усиление санкций в нынешних условиях? Ильмия Ага, а как вы, это Айдар Муждабаев, хочу уточнить вас, как вы считаете, должны ли уже наконец президент Украины, глава МИД обратиться официально к западным лидерам и к организациям западным, и конкретно к лидерам западных стран, обосновав необходимость введения каких-то новых санкций именно за вот эти гуманитарные вопросы, за национальные преследования в Крыму? Пришло ли это время уже? Вы знаете, это время, наверное, пришло еще в марте 2014 года. Просто никак не созреет украинское руководство для того, чтобы делать какие-то резкие заявления. А ведь наша судьба же тоже зависит от позиции Украины. Если в Украине будет появляться больше таких заявлений, как сделал недавно Пинчук, то власть должна в ответ делать еще какие-то очередные шаги. Почему я говорю, еще в 2014 году надо было? Наверное, когда события на Донбассе начались, их тоже надо было назвать войной, а не в течение 3 лет считать антитеррористической операцией. Антитеррористическая операция продолжается 2 часа или двое суток, не больше. Там творится настоящая война, здесь настоящая аннексия и оккупация, оккупационный режим, который, чувствуя безнаказанность, продолжает творить все новые и новые беззакония. Если говорить изолированно о правах человека, это все равно, что ни о чем не говорить, потому что бы вы там ни делали, что бы вы там ни говорили, будучи журналистами и в том числе являясь крымскими татарами, ваши действия, ваши слова на нашу реальную жизнь никак не повлияют. А если повлияют, то могут повлиять только отрицательно. То есть репрессии будут усиливаться. Поэтому я начал с того, что сказал о санкциях, потому что вот на сегодняшний день как бы говорить больше не о чем. Ильмия Ага, а можно я задам Только вопрос? усиление санкций может вынудить Россию изменить отношение к оккупированной территории и уйти из нее. Ильмия Ага, я задам вопрос, попытаюсь задать очень некорректно, цинично, он, наверное, нарушает все журналистские стандарты. Может быть, просто всего этого недостаточно для того, чтобы мир и международное сообщество обратило внимание и заговорило о санкциях? Может быть, недостаточно количество убитых, недостаточно количество пропавших? Ну, мало их, 12
там 19 похищенных, 12 найденных мертвыми, несколько десятков в тюрьме. Ну, простите, может быть, вас психушки должны были там убить, как бы, может быть, те, которых сегодня арестовывают, их должны довести до самосожжения. То есть должны вот просто убивать массово, в каком-то количестве. Может быть, мы должны узнать, вот какое количество должно быть убитых, прежде чем начнут обращать внимание. Простите, если вопрос очень некорректно звучит. Если бы это касалось только лично меня и сказали бы, что от твоей смерти зависит результат, я бы согласился. Это такой первый момент. Государственные мужи, которые себя считают таковыми в Украине, должны быть в первую очередь государственниками, а не коррупционерами. Айдар. Ой, Эльмяга, то есть, насколько понятно, вы считаете, Я пытаюсь, что ты тоже ответил на этот вопрос. Я на этот вопрос. Может, количественных показателей недостаточно? Вот как мир обращает внимание на Алеппо? Вот уже несколько десятков тысяч должны завалить бомбами, да, и тогда начинается реакция. Ну, как бы, но он обратил внимание, а что, какие-то санкции против России введены, которая разбомбила это Алеппо? Вот он обратил внимание. То есть тогда эти смерти в Крыму тоже напрасные? И исчезновение... Мне кажется, вопрос не в количестве убитых, потому что Алеппо пример, он плохой пример, потому что ничего не остановлено, по сути дела. Никто не наказан за это. Поэтому и в Крыму тоже количество жертв, мне кажется, не приведет к какому-то конкретному наказанию. Тогда вопрос и к Эльмибею, и к вам. Что приведет? Есть ли у вас ответы, есть ли у вас ощущение, что приведет на изменение реакции на Крым? Вот, если честно, прагматично, мое мнение такое, что Украина должна занять такую позицию, жесткую, вот именно то, о чем говорит Ильми Умеров. О том, что пора уже наконец сформулировать свои требования и самим стать игроками в этой борьбе за себя же, за крымских татар. И, наверное, здесь можно напомнить о том, что еще пару решений Верховная Рада должна принять. Несмотря на то, что аннексия продолжается, оккупация продолжается. Это закон, в котором должны быть урегулированы права и статус крымско-татарского народа, и изменения в Конституцию, которые должны отрегулировать статус территории. Автономная Республика Крым не по территориальному принципу должна быть сформирована, а по национально-территориальному. Саулмус, это был Ильми Умеров, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа, на прямой связи по скайпу из Бахчисарая. Мы ждем на прямой же связи Зудие Салиеву, это активист национального движения, дома, у которого был обыск, и на которого сегодня задержали для того, чтобы назначить 10 суток административного ареста за якобы распространение экстремистских материалов. А с тобой мы прервались на том, что все-таки Порошенко с Пинчуком что-то в Давосе обсуждали. Я просто пропустил эту информацию. Крым обсуждали? Они не обсуждали прямо конкретно Крым, потому что они обсуждали сам подход, я думаю. Я не знаю, что сказал. Может быть, Порошенко его осудил. Это как бы мы там не присутствовали, да, но сам факт того, что обсуждение идей такого рода не являются маргинальными, ну, то есть они являются критикуемыми, да, но не абсолютно неприличными в украинском социуме. Но не в социуме как раз они во многими отвергаются, а в политикуме, да. И то, что реакция на идеи Пинчука, если это его идеи, они позитивные со стороны России, это подтверждает этот факт то, что вот последние все так называемые аналитические программы российские, да, Соловьев, там, ну вот эти все, они посвятили очень много внимания, уделили Пинчуку. Будущему кандидату в президенты. Да, они просто в России, я же знаю, как работает эта пропаганда. Она никогда самодеятельностью не занимается. Там спускаются листы, вот прям как вот такие листы, как у тебя в руках. Значит, и на них прям, нет, не смешно, это даже не имейлы. Это на листках распечатываются вещи, и они вот так показываются. Бывает даже, вот мне рассказывали, как сидит бригада дежурная программы «Вести недели», да, или еще какой-то, я не помню, или на Первом канале, что ли, вот, или Соловьевской. Но, в общем, им даже в руки не дают эти темники, вот что говорить и как, да, и показывают на листе распечатано вот так. При этом у сотрудников должны руки лежать на столе, ну, чтобы никто не сфотографировал там и не выложил потом в сеть, да. То есть там все темы утверждаются, подходы утверждаются. Пинчук, хорошо, хвалим. Пинчук, будущий президент Украины. Значит, галочку поставили, и эта опция пошла. Она пошла по разным не только телеканалам, но и по сайтам, вот этим всем РИА Новости. Его так называемые публицисты представляли как трезвого антивоенного политика Украины. Это может быть вот то, что Ходорковский называл
недавно, как же он называл, здравая часть украинского общества. Ну, то есть та часть, которая согласна сдаться, для которой бизнес-интересы и интересы, так сказать, вот свои ближе, чем все остальное, которые готовы сказать, ну ладно, вот мы сейчас это сдаем, и вот Путин же, ну это же нормальный человек, с ним же может договориться, он же отвяжется, он же остановится. Уточняющий вопрос. Ты говоришь, там самодеятельностью не занимаются. Николай Полозов там подтвердил, что все, что происходит в Крыму, по нему, по Эмилию Курбединову, это из Москвы, это не местная самодеятельность. Ну, он же там живет, он дальше, понимает. то есть это из Москвы, это с места, где самодеятельностью не занимаются, но при этом в течение дня, значит, разгоняется информация, в том числе по российским каналам, что Следком и ФСБ ликвидируют террористические ячейки. То есть показывают какое-то видео, отраженное чуть ли не с бомбами. Озвучивает это Заур Смирнов. К вечеру мы получаем административные дела. Тут вот как-то несовпадение. Они готовили какой терроризм и административные дела. Административные это там... Это как выговор за убийство, да, выговор за убийство. По российским меркам 10 суток это все радуются на самом деле. Вот реально активисты, которые там не афишируют себя, если отслеживали и давали нам информацию в течение дня, все выдохнули. Ну, они выдохнули. Да. Это такая передышка, это знаешь, когда в баскетболе объявляют тайм-аут. А что происходило в течение дня? Не определились с жанром в течение дня? Да, договаривались? они определялись, они проводили совещания, ситуативная группа по Крыму, по крымским татарам. Я не знаю, где она находится, как называется, но где-то она находится и как-то называется. Она обсуждала, что дальше делать с этими татарами. Вот с этими конкретными адвокатами. Почему пошли по мягкому пути на этот раз? Ну, не знаю. Мы не можем этого знать, какие факторы подействовали. Что там сказал начальник, подумал, почесал, сказал, ну, давайте на этот раз мы сейчас отпустим, тем более сейчас сессия ПАСЕ. Ну, там вот только что выступал Полозов о преследовании адвокатов. Тут-то мы, ну, конечно, мы правильно сделали, мы же пацаны. Мы правильно сделали, что мы немножко зачмырили по своим понятиям, что он там, чтобы он, извините за выражение, не залупался, да, там. Но все-таки сейчас не время еще сажать, да. Но это опять мы им в голову залезаем. Факт в том, что мы ничего не знаем об их мотивации настоящей, можем только предполагать и оперировать фактами. Ну и предполагать ближайшее развитие событий, исходя из этих фактов, но не более того. Но развитие, конечно, ну, слушайте, асфальтовый каток, он не имеет заднего хода. Вот российская политика вообще, это такой асфальтовый каток, который катится с горки, который никогда не поедет ни в сторону никуда, он назад не поедет. Но когда этот асфальтовый каток уже катится с горки, там идет ускорение. То есть как бы смягчение это весьма... Это, не знаю, знак. Идут переговоры какие-то, идут какие-то попытки о чем-то договариваться, кого с кем. То есть мне вообще непонятно, что произошло. Да, честно скажу, мне непонятно. Потом, второй вопрос. Заходя уже вот по отношению к таким людям, как и Полозов, и Эмиль Курбединов, ну, понятно, что если за эти 3 года ничего не нашли, там нужно подбрасывать, там нужно вот уже... они, по сути дела, подбросили. Открыли сеть ВКонтакте за 2013 год. Но так можно посадить вот реально любого. Но за 5 лет какой-нибудь человек что-нибудь репостил, да? Возникает вопрос, почему за 5 лет? Если можно за 13, то можно и за 11, можно и за 9, можно просто с момента основания интернета что-то найти вообще. Россия все дальше уходит в прошлое, в сюр. И вот пребывание в параллельной реальности, оно подразумевает такое путешествие в машине времени. Вот это самый дальний заход вот с Курбединовым, с этим постом за 2013 год. До этого был 26 февраля 2014 года. За митинг, который прошел под юрисдикцией Украины и де-факто, и де-юре, да? Теперь уже судят за посты при Украине 2013 года. Дальше, слушайте, я бы, если честно, может быть, пересмотрел бы дела Мустафы Джемилева. Потому что, мне кажется, недостаточно жесткие наказания. Он тогда понес, вот, по их мнению, может быть, он, учитывая то, кем он сейчас является, может быть, его надо было жестче при СССР наказывать. А Россия является правопреемником СССР. Давайте посмотрим, что он делал в 1982 году, и возбудим какое-то уголовное дело. Ты удивишься этому? Я нет. И для телезрителей, которые только включили наш спецвыпуск, спецэфир, посвященный усилению российских репрессий в Крыму, я напомню, что сегодня с утра российские силовики-оккупанты ворвались в дом Зудей Салиевой в Бахчисарае. Несколько десятков человек ворвались в квартиру и окружили дом, не пуская никого в подъезд. Задержали ее сына Сирана Салиева, его отвезли в Центр по противодействию экстремистам в Симферополе. Дальше в суде приняли решение пойти по кодексу административных правонарушений, и его обвинили в распространении экстремистской литературы, экстремистской информации, и назначили 10 суток административного ареста. У меня нет информации по второй статье, было ли какое-то решение суда. Известно только то, что в прошлом году Сиран Салиев просто
ярко проявил себя, когда с минарета в громкоговоритель призывал людей подойти к кафе «Салачик», которое тоже было оцеплено силовиками и проводили обыски по делу Хизбут Тахрир. Адвокат Эмиль Курбединов не доехал до семьи Салиевых. И его тоже задержали. Ему назначили 12 суток административного ареста за видеоряд, который он опубликовал в социальной сети «Контакт» в 2013 году. А сейчас у нас на прямой связи активистка русско-татарского национального движения Зудея Салиева, в доме у которых сегодня были обыски. Хайрлы акшамлар, Зудея ханум. Вы можете рассказать, что было сегодня в течение дня? Selam aleyküm vatandaşlarımız. Selam Kırım'dan, Başsaray'dan, Kadimi Başsaray'dan sizge selamlar. Birinci aytacak, bu cemaat sağ olsun. Çok adam geldi, el tuttu.